Каждый из нас с вами должен любить свою страну, свой народ, свое отечество. Ингушский народ всегда славился своими храбрыми защитниками. Айшат Паланкоева, учитель истории, отметила, что наши соотечественники испокон веков отстаивали рубежи страны в трудную для нее минуту. Во время Великой Отечественной к победу ковали более 20 тысяч наших земляков. В их числе и последний защитник Брестской крепости Умадгири Барханоев. О своем родственнике, со слов родных, знает и Лейла Тамбиева. Он был очень хорошим человеком, послушным сыном. Мать очень гордилась ним. Ты сама им гордишься? Да. На уроке мужества, приуроченному ко Дню защитника Отечества, учащиеся гимназии Марем рассказывают о тех, кто служит для них примером доблести и мужества. Для Фатимы Картоевой таким человеком является Суланбек Асканов. Девочка с воодушевлением рассказывает о подвиге, совершенном первым героем России. 7 февраля 1992 года во время ночного полета в самолете Асканова МиГ-29 отказала система управления. Увидев внизу под крылом огни населенного пункта, он решил не катапультироваться, а увести самолет подальше от жилых домов. Ценой своей жизни летчик погиб, но ценой своей жизни спас людей. Армия страны всегда готова стать на защиту интересов своей родины и на сегодняшний день признана одной из лучших в мире, как в плане боевой подготовки, так и вооружения. И об этом ребята тоже узнают на уроке мужества. Зенитно-ракетный комплекс БУК-М1 предназначен для поражения самолетов и тактической и стратегической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других аэродинамических объектов во всем диапазоне их практического применения. Педагог затронул различные рода войск, защищающих страну – сухопутные, морские, военно-воздушные. Военная тематика вызвала живой интерес у мальчиков. Этот урок мне очень понравился, я очень многое для себя новое узнал. Какая техника, какие вооруженные силы у Российской Федерации, где, в какие стороны хороши, какие стороны плохие, что и как, какие высокотехнологичные есть, высокотехнологичная техника есть у Российской Федерации. Такие патриотические мероприятия для учащихся проводят часто. Осознание того, что на страже безопасности страны всегда стояли и стоят храбрые, хорошо обученные люди, у учащихся вызывает уверенность в завтрашнем дне. Затрагивая тот или иной период отечественной истории, мы говорим о том, что наши земляки принимали участие практически во всех войнах, которые вела Российская империя, Советский Союз. И сегодня вы знаете, что ингуши защищают государственную целостность, суверенитет Российской Федерации. Естественно, очень важно для сохранения исторической памяти. Это хороший пример для того, чтобы воспитать будущих патриотов, ответственных граждан, людей, которые любят и ценят свою родину. Уроки мужества на различную тематику в школе планируют проводить и дальше. Следующее занятие посвятят легендарным ученым, конструкторам, внесшим огромный вклад в дело защиты нашего народа, Великую Отечественную. Дана Плеева, Адам Далаков, Новости 24.